И что бы ты хотел сказать своим киргизским друзьям, те, кто смотрели за тобой, потому что полтрибуны были точно, те, кто переживали очень. Всем спасибо, всем, вообще всем, кто за меня болеет, кто пришел поддержать, всему моему кыргызскому народу, всем спасибо. Этот поезд едет домой, в Кыргызстан, а машина едет моему отцу. Я сам, заберу его камрюху. Все-таки, знаешь, я такой человек, который имеет лучше машину, чем у отца, я не могу. Если у него базара ноль там был бы, да, там Lexus 570 и BMW, я бы себе оставил, понимаешь. Все-таки BMW это, как сказать, молодежная машина. Самат, что с правой рукой? Вот прям видно, что сильно разбито. В каком моменте? Это левая рука. Да, извини. В каком, слева я говорю, в каком моменте и насколько сильно там сейчас болит, чувствуешь? Вот только сейчас чувствую, а в каком моменте я не знаю. Ну, это же кураж, мы боли не чувствуем. Я вижу соперника, мы работаем. Только сейчас начал болеть. Мне кажется, как будто зуб там чей-то остался. Интересно, чей? Думаю, судьи. Самат, а вот и ты, и Лендруш 20 минут примерно стояли на лестницах перед тем, как начинался бой, и было видно, что там Мага Исмаилов кого-то вызывал, потом Анатолий долго вас объявлял. А не утомило вообще, не показалось, что слишком долго вы просто ждали, пока ваш бой начнется? Знаешь, да, утомило, да, я там тоже говорю, мы сюда что, драться пришли, что там происходит вообще, понимаете? Ну, все равно, и я, и Лендер же все равно же были в одинаковом положении. Хоть мы там час стояли бы, и он также как бы ждал бы, и я тоже. Просто это как бы психологическое состояние, кто сильный, как бы психически, тот и выиграет. Сам на момент остановки боя, как думаешь, на карточках в чью пользу судьи там считали? В каком раунде? В четвертом же Четвертом, да. закончился? Я думаю, если первый раунд ему, то второй, третий и четвертый я уверенно забирал. Потому что, да, возможно, мои удары не так были видны, потому что я попадал, я прям чувствовал, как я вбивал ему в голову. Ну, сами знаете, как бы я быстрый и, может, не сильно бью, но я больше попадал. И по карточкам 3-1 в мою пользу был. Я уже ловил кураж, я уже чувствовал, что Лендыш устает, понимаете? Я уже чувствовал, что его удары не такие сильные стали. И я начинал, как бы, наоборот, набирать обороты. А вот этот вот нокаут, ну, хорошо, значит, пропустил. Я уже не знаю, что говорить. Люди говорили, что если Самат и победит, то решением судей. Но ты победил нокаутом. Можно ли сказать, что ты удивил всех, и в том числе самого себя? Самого себя я не удивил, знаешь. Вот честно, я когда всегда первый раз в Гран-при пришел, мне сказали, ты будешь в Гран-при. Я сначала, вот честно, я даже сначала не понимал, что будет. Я думал, что в каждом весе будет Гран-при, а потом после первого боя сказали, вот с 66 до 90 килограмм, понимаете? А я весил 70 килограмм. Я думаю, 20 килограмм, ничего себе, ладно, я выбрал этот путь, и я буду драться. И я тогда себе поставил, я уже в тот момент представлял, что вот я в финале выхожу, я хотел на коне выйти, понимаете, национальную в одежде, на коне. Ну вот в последний момент хардкор мне коня не одобрил, так как там лестницы. И вот как бы то, что вы говорите насчет... Какой вопрос был? Смог ли удивить публику, но и самого себя? Самого себя нет. Я как бы с самого начала поставил задачу выиграть. И вот как бы я выиграл. Может, публику, да, удивил, потому что все-таки, вот согласитесь, вы вот верили, в кого верили больше? В Лендуша же? Ну, по-любому, да, то, что он тяжелее меня, то, что он как бы, у него опыта больше в боксе. Многие же меня не верили.